Вот вы сказали, несомненно, деньги были выведены, да, из страны. По вашим оценкам, сколько денег хотя бы примерно были выведены, да, Максимом Бакиевым и его людьми или кланом Бакиевых? 200-300 миллионов. И у вас есть примерные доказательства, да, того факта? У меня есть точные доказательства. Точные доказательства? Угу. Понятно. Вот 2 года назад издание Bloomberg опубликовало материал о вас, где вы говорили о коррупционных схемах Бакиева. Например, от откатов с правительственных проектов до получения огромных взяток наличными. Речь шла буквально о мешках, набитых деньгами. Так вот писали, да, журналисты Bloomberg. Можете рассказать о масштабах коррупции во времена Бакиевых? Масштаб коррупции был огромный, мне не с чем сравнивать, потому что это был мой первый, я надеюсь, последний опыт с такого типа бизнеса, будем это называть так. Но мое мнение, что алчность Бакиева как бы погубила даже те хорошие идеи, которые у него были, а у них были хорошие идеи, или по крайней мере рациональные идеи, у которых содержалось какое-то рациональное зерно. Но желание иметь отношение к любому бизнесу, при этом просто, то есть то, что по-английски называется rent-seeking, то есть начиная от банковского сектора, телекоммуникации, ГСМ, супермаркеты, то есть любой бизнес, который так или иначе имел хоть какую-то доходность, они пытались, вернее, Максим, то есть я других знаю лучше всех Максима и знаю его действия. Он пытался ко всему так или иначе себя присобачить, что ли. И я напомню, что вот адвокат Максима Бакиева давал нам интервью в мае. Он опровергает все обвинения, предъявленные, да, против него в Кыргызстане. Курманбек Бакиев тоже не раз высказывал такое мнение. Хотел переспросить, уточнить. Вы сказали, что 200-300 миллионов, да, могли быть выведены, да, из страны. Вы можете рассказать нам, каким способом и когда они могли... Я думаю, что основная ошибка, которая совершается прессой и в истории, вообще всей этой истории, это некоторая легенда о том, что вот эти деньги были поспешно выведены, я уж не помню, 5-6 числа, то есть в преддверии революции или сразу после революции. Это не так. Деньги выводились с территории Кыргызстана в течение... с того момента, как клан Бакиевых начал руководить страной. Поэтому, когда люди, это понятно, то есть идея диверсификации как бы Бакиевым была хорошо знакома. Поэтому схемы были стандартные, то есть там начиная от офшорных компаний, долговые инструменты и так далее, и так далее. То есть ничего особенного или сверхъестественного в схемах вывода денег не было. Что было, опять же, это массовое участие во всех бизнесах, начиная, я говорю, от телекоммуникации, банковской сферы и так далее. И вот эти вот серые потоки или черные потоки, как вы хотите их назвать, собственно, и составили ту базу, из которой выводились деньги из страны. Можно я уточню? Вы говорите, имеете в виду 200-300 миллионов долларов, да? Да, долларов, не сомов. 200-300 миллионов долларов. Вот продолжим. Вы сказали, что Максим Бакиев в те времена, когда его отец был президентом Кыргызстана, то есть вмешивался, да, в разные дела, бизнесы, и вы были членом совета директоров аэропорта Манас. Много споров вокруг поставки авиакеросина в американскую базу в Манасе. Члены Временного правительства не раз заявляли о том, что вот Максим Бакиев и его приближенные контролировали поставки ГСМ в авиабазу и тем самым делали большие деньги. Вам известно, какие коррупционные именно схемы были там? Продолжались ли такие схемы после
2010 года? Я не знаю, что происходило после. Я точно знаю, что Максим имел непосредственную скрытую долю в Мина и Red Star. Меня очень удивило то, что расследование от Конгресса США не подтвердило этот факт, или, может, они не хотели подтвердить этот факт, потому что это было бы не очень выгодно и Пентагону, и это могло все вылиться в некий огромный скандал, который на тот момент, наверное, никому был не нужен. Мне сложно сказать, но, опять же, какие схемы конкретно использовались, Максим меня лично никогда не ввел в курс того, как он делает, каким образом он участвует именно во всей этой истории. Я просто знаю, что это был некий общеизвестный факт про его деятельность. И, наверное, сложно себе представить, как это могло быть иначе. То есть, что без его ведома Мина и Red Star как бы смогли убедить и американцев, и россиян, что керосин идет как бы на внутренние потребности страны, но это смешно. Вот некоторые эксперты говорят, что из-за коррупционных схем по поставке топлива в транзитный центр МАНАС госбюджет Кыргызстана не получил миллионы долларов. Да? Это, вот как вы говорите, эта тема обсуждалась и в самой Америке. Вам известно, о какой сумме речь идет? Я думаю, это вопрос простой математики. Можно просто посчитать объем контрактов, которые в течение 4 или 5 лет поставлялись с нулевой госпошлиной. То есть я просто никогда у меня не было никакой потребности заниматься этой математикой. Опять же, нужно понимать, что я был членом совета директоров в аэропорту Манас потому что Макс сказал, вот ты должен туда быть там членом совета директоров. То есть у меня не было никакой личной заинтересованности, и ни финансового интереса, ни даже профессионального интереса к тому, что там происходило. И поэтому это не моя стихия. Но новая власть Кыргызстана после апрельских событий обвинила же вас в том, что вы незаконно продали комплекс, газозаправочный, мне кажется, комплекс в Манасе. Поймите, это смешно, да, то есть там было, я могу вам рассказать, как все это происходило. То есть, во-первых, начнем с того, что там было 5 членов совета директоров, если я не ошибаюсь. Все члены совета директоров до единого отчитывались перед Максимом Бакиевым, да. То есть, соответственно, вот как это происходило. Значит, звонок на телефон. Ты должен подъехать. Макс никому не ездил. Ездили все к нему на какой там 2-й или 3-й этаж Манасбанка тогдашнего. Приезжаем. Значит так, вот сегодня будет вынесен такой-то проект, значит, ты подписывайся. Ты голосуешь за. Точка. Значит, все выполняли. Дальше. Секундочку. Дальше правительство уже после революции выделяет 2 людей, которые им политически выгодны, и говорит, эти люди виноваты, вот вам по 15 лет колонии строгого режима, а все остальные за отсутствием состава преступлений, или потому что раньше не были обвинены в преступлениях, или потому что молодые. Я даже где-то прочитал такую историю. Поэтому они там не у дела. Господа, так это не работает. Вот хочу спросить один вопрос тоже по поводу авиабазы. Да, вот недавно появилась информация, что якобы американский политтехнолог, бывший руководитель штаба президента США Пол Манафорт вместе с соратником приезжали в Кыргызстан после 2005 года и якобы продвигали российские интересы, лоббируя закрытие американской базы. Вам что-то известно об этом? Видели ли вы их или слышали ли вы про них? Я никогда про это не слышал. Более того, я просто из личного интереса задал этот вопрос нескольким людям, с которыми я поддерживаю отношения, которые были близки к Бакиеву в тот момент. И никто не слышал о том, что вообще об имени Манафорта в связи с Киргизией. Мне кажется, что это некоторая утка, потому что сейчас очень стало модно искать любые
связи между американскими политиками, приближенными к Трампу, и всем, что связано с Россией, с близлежащими территориями. Поэтому мне кажется, что это... Несколько лет назад вышла аудиозапись вашего разговора с Максимом Бакиевым. Это был довольно открытый, можно сказать, даже дружеский разговор. И вот, слушая вас, я понимаю, что вы как бы больше не поддерживаете связь с Максимом Бакиевым или членами семьи Бакиевых. Но вы сами можете подтвердить, вы до сих пор общаетесь с Бакиевым? Я не общался, я не разговаривал с Максом с 2012 года. Вы должны понимать, что американские власти, я не знаю, помните вы это, читали ли вы это, но они уже как бы предъявили на тот момент некоторые криминальные претензии к Бакиевым, и мое общение с Бакиевыми было после того, как я уехал из Минска в 2011 году, было связано исключительно с этим. Вот. Более того, я могу сказать, что единственная причина, почему Максим сегодня не находится в федеральной тюрьме США, это я, это мои действия. Поэтому я не поддерживаю с ним больше никаких отношений. Я думаю, что его это тоже устраивает.